Прозвучало такое новое для украинской политической риторики слово в отношении России «оттепель». Да? Прозвучало оно и на форуме, вернее нет, вру, да, на телеканале Интер выступал новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. И он заявил, что в процессе переговоров между Украиной и Россией появилось определенное потепление. Давайте послушаем цитату нашего министра иностранных дел. Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман минский формат договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться, есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать. Я вот смотрю, говорю, по поводу оттепели, читаю сегодняшние новости. Оккупанты 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Начало суток, 1 боец ранен. Это постоянно 12:00. У меня вопрос, это у нас оттепель? Что значит никого не убили, а только ранили? Я думаю, что господину Пристайко было бы неплохо слетать на восток. Туда недавно летал министр обороны Андрей Загороднюк. Он видел эту оттепель. Он общался с бойцами, он многие вещи понимает, он знает. Пусть он расскажет своему коллеге. Я понимаю, что задача министра выполнять определенные поставленные перед ним планы. Но я все-таки хочу напомнить господину Пристайко, что он по-прежнему гражданин Украины, он по-прежнему человек, которому, я верю, не безразлична Украина. Поэтому не стоит себя обманывать или погружаться в иллюзии. В любом варианте с Путиным не договориться. И войну, которую Путин начал, он закончит ее не по той причине, чтобы у вас реализовалась поставленная перед нами задача закончить войну на тех условиях, которых вы хотите, а он закончит ее только на тех условиях, которых он хочет. А это значит особый статус для Донбасса, это забыть о Крыме, это значит медленная интеграция в российскую зону влияния, а может и быстрая. И это значит, что возвращение полностью под контроль фактически финансовых, политических, экономических и религиозных сфер влияния России. Это опасная история, которая может закончиться потерей суверенитета и государственности для нас. Я хочу продолжить то, вот, о чем ты сказал, что сегодня были известия с фронта. Мы посчитали, с 21 июля на Донбассе начало действовать так называемое хлебное перемирие. На данный момент, с 21 июля, оккупанты обстреляли наши позиции 5000 раз, 500 раз. Поделите на количество дней, это 2 месяца, да? Вот, 500 раз. Из них 80 раз из оружия, запрещенного Минским соглашением, то есть большего калибра, чем разрешено, да? И артиллерийского, и минометного калибра. За это время погибло 17 украинских воинов, ранены 48. Это данные штаба операции Объединенных сил. Вот без комментариев про оттепель, потепление и все. Это не оттепель, это убийство украинцев на Донбассе. По-прежнему происходит все то же самое, что и раньше. Ничего не поменялось. И еще, я не верю в то, что Путин согласится на наши условия по одной причине. Войну начинают не для того, чтобы закончить ее по желанию той стороны, которая слабее, и той стороны, на которую напали. Так не бывает. Заканчивают ее либо победой, либо капитуляцией. Надо тоже об этом говорить. И для нас согласиться на особый статус Донбасса, их независимую милицию, какие-то возможности блокировать наш внешнеевропейский вектор или еще что-либо, это фактически, или амнистию, это фактически и есть проблема, которую нам предлагает Путин. Более того, я еще хочу сказать, до последнего, давайте откровенно говорить. Это отложенная проблема. Она загорится через 4 года, через 2 года, через 6 лет. Но это еще больше загорится. И это может разорвать Украину окончательно. Поэтому на наших условиях, только на наших условиях, без амнистии, с вычисткой, по полной программой, всеми процессами. И самое главное, это что сначала выводятся войска, берется под контроль территория, после чего получают доступ все партии и политические движения к той территории, она очищается, и только тогда можно проводить выборы. И люди должны вернуться. Конечно, Там 1 миллион, 1,5 миллиона. Больше, значительно больше.